Сырые стены, почерневшие обои, осыпающаяся шпаклевка и даже постель и та влажная. В такой обстановке Лейла Битигаева живет уже 10 лет. Раз в квартал женщина делает в квартире косметический ремонт, однако избавиться от сырости ей не удается. давление халюлу, но чахёлч сырость, давление халюл. Шамел долгом дюнадук, дейл дадук, шамел долгом дуй, хиссандук хокчуа. В таких же условиях в этих пятиэтажках живут практически 80% людей. Они неоднократно пытались отремонтировать многоэтажные дома, но все тщетно. Дела 89 года, землетрясение, ремонт юг исавет айдал духа, юг эмштойлу вен ишит уам лай куза район юққа юлдер район қинит сақоч тағни хақача дел гхетем спача орцох ла штагана белх дадулина куза. Отголоски военного прошлого здесь на каждом шагу. Разрушенные дома дети превратили в место для игр. А как иначе, если ни игровой площадки, ни зоны отдыха здесь нет. Альтернатива – уличный футбол. Правда, даже импровизированный мяч постоянно приходится доставать из луж. Впрочем, терпеть неудобства осталось недолго. Масштабная уборка и строительно-восстановительные работы начались 2 дня назад, когда с инспекцией сюда приехал глава Чечни. Работы предстоит немало: реконструкция многоэтажных домов, организация зон отдыха, замена инженерных сетей и ветхих коммуникаций. По министерствам и ведомствам, которые привлечены для этих работ, закреплены конкретные объекты, на которых они должны вести работы. Теперь, значит, ориентировочная продолжительность выполнения этих работ установленная для руководства штаба 3 месяца. Но мы настроены выполнить эти работы в более ранние сроки. Общая площадь строительных работ составляет около 30 тысяч квадратных метров. Реконструкция коснется местной школы и амбулатории. Здесь также появится детский сад и спортзал. Поселок Долинский планируется сдать уже через 3 месяца. Хамзат Аюбов, Мурат Эльбукаев, Джамалейл Хаджалиев. Новости.